Сегодня, проснувшись с утра, я задумалась, с чего же начинается мое утро. И грустно поняла, что начинается оно все-таки с социальных сетей. Ведь проснувшись утром, я заглядываю сразу в телефон, я читаю новости, я смотрю, кто не спит, кто онлайн. И, знаете, стало немножко грустно, ведь я задумалась, а зависима ли я от социальных сетей. И прочитав некоторые исследования, я узнала, что россияне в среднем проводят около 3 часов в день в социальных сетях. Вы представляете, задумайтесь только, не каждый позволит себе заняться спортом 3 часа в день, либо потратить время 3 часа в день на своих детей. И грустно, и, возможно, отрадно. Давайте же попробуем сегодня разобраться в рамках нашего эфира. Социальные сети все-таки это вред или польза? Ну а пока я нахожусь в городе «Женщина одна», хотелось бы узнать первое мнение. Виктор, это наш оператор, который работает на первой камере. Здравствуй, Витя, мы начинаем эфир. Твое личное мнение, социальная сеть – это польза или вред? Итак, давай, если ты кивнешь, то это хорошо. Если ты отрицаешь, сделай так. Кивает. Отлично. У нас, значит, есть один голос. Социальная сеть. Польза. Поехали дальше. Второй оператор. Это у нас Уоллан. Скажи, пожалуйста, социальная сеть для тебя за или против? За. Отлично. В общем, у нас операторы все продвинутые. Так, и третий оператор у нас в студии сегодня Алексей Лешенко. Для тебя социальная сеть за или против? Вот так вот. Против. Леша. Ну, я возьму тоже крестик, потому что для меня сегодня социальные сети, ну, не настолько важны, чтобы я прям, знаете, считала, что они мне прям приносят огромную пользу. И сегодня я об этом задумалась. Наверное, в начале эфира я все-таки скажу, что пока я против. Я хочу просыпаться утром, совершенно начиная свой день с других мыслей. Но это начало эфира. А сейчас хотелось бы пригласить в студию гостей, для которых социальная сеть стала неким общением между папой и дочерью. Внимание на экран. Всем привет. Короче, вот недавно забрасывали Инстаграм, но ничего, мы камбэкнулись. Тут такая тема. Батя недавно подрался, вон зуба нет. Батя без зуба. Эх, батя драться не умеет, нифига. Да? Сильно ударили, да? Сильно ударили? Как нет? Знай, батя, ты собственную дочь предал. Запомни это. Дочь собственную кинул ты. 10-летнее рабство отдал. В школу. А я тебя любила. Кинул ты меня, батя, кинул. Вот и закончился учебный год. Мучений и страданий, да, батя? Сейчас еще и слить меня решил. В детский лагерь отдает. Кинул ты, батя, свою дочь. Не по понятиям поступаешь, батя. Я когда-нибудь вырасту. Запомни, земля круглая. Ну что, вот так мы решили поднять настроение этим утренним эфиром сегодня. И в нашей студии непосредственно главные герои этих замечательных роликов – это Виталий Щукин и Виктория Витальевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Виталий, тебя знают много как, наверное, такого очень активного человека, да, с чувством юмора, и ты у нас медийная личность. Но как пришла идея дочь-то приобщить к этим социальным сетям и снимать вот такие забавные ролики? Да не знаю, в то время актуальным было вот это приложение «Маскарад». И мы решили тоже попробовать. Мы просто я сначала начинал меняться лицами с куклами просто и угорал. То есть был неодушевленный предмет, да? Да, а затем вот уже с Викой попробовал. Вика, ну ты помнишь свой первый раз, когда папа снял тебя на видео вот такое забавное? Тебе было смешно или ты сказала: папа, не надо, отстань? Смешно было. Смешно. Да ты и сейчас даже смеялась сама над собой, да, глядя на эти видео. Да. Хорошо, значит, здесь возникает вопрос. Вот ты все-таки выступаешь сегодня в качестве родителя, да? Ты считаешь, что все-таки детей нужно приобщать к грамотному использованию социальных сетей?
Или же все-таки лучше держать их подальше от этого? Не, ну, конечно, надо... Да можно, почему нет-то? Главное следить за контентом, ну, зачем они следят, чтобы не было матов. Там. Я всегда вот слежу, на каких каналах она подписана, на каких стримеров смотрят. Вика, у тебя есть своя социальная сеть? Ну, в смысле, страничка в социальной сети? Какой? Ну, Какой? Даже такой вопрос, да? Хорошо, ну, к примеру, Инстаграм. Ты завела себе страницу? И сколько у тебя друзей, подписчиков? Забыла. Ну, примерно сколько? 10, 20, 30, 100 человек? около 60 вроде. А папа знает все, да? Папа знает, да. около 60, да? Контролируем. Хорошо. А вот как ты относишься к тому, что дети сейчас занимаются вот прям очень активно блогерством, да, и начинают зарабатывать на этом деньги? Ну, успешные проекты — это в основном конкретно проекты. Это не сами дети пишут там шутки, сценарии, идеи. Это большие компании ими занимаются. Уже несколько семей, они оплачивают им под зарплату все. У них конкретные контракты. Ну, это в Москве, это у нас такой практики нет. Ну, а вот если бы предложили твоей дочери, допустим, вот так раскрутить ее YouTube-канал, к примеру, да, и чтобы она стала получать от этого некие дивиденды, ты был бы за или против? Нет, если кто-то другой, я думаю, был бы против. Если бы я сам, Сам. да, занялся этим, ну, почему бы нет? Хорошо, вот смотри, она у нас такая маленькая, такая, очень, такая прям, очень добрая, видно по глазам, да, девочка. Всегда ли она за то, чтобы ты выкладывал видео с ней? Или бывает, что ты прислушаешься к ее мнению и говоришь, нет, ну ладно, но не хочешь, не выложу? У Вики нужно спрашивать. Ты Вика, против? папа прислушивается к тебе? Ты говоришь ему, папа, не выкладывай, и он так делает или все равно выложит? Да нет, она всегда, наоборот, рада. Рада, да? Да, я ей показываю потом, сколько человек посмотрело, она радует. Ничего себе! То есть вы отслеживаете, сколько Да, просмотров у вас конечно, конечно. обязательно, да? Хорошо. А кто выступает вот в роли сценаристов? Ведь у тебя очень такие креативные ролики, и даже само название, да? Это «Батя и доча», да? Как пришло Ну, именно спонтанно пришло. А и сценарист я, сценаристы? да, все на ходу. А как ваша мама относится к этому? Позитивно, положительно, позитивно? да. Наоборот, когда новые серии, сама жду, говорит. Сколько серий сейчас насчитывает ваш вот такой? Ой, я не помню даже. Штук 7-8. 7-8 видео. Хорошо, а ты показываешь одноклассникам, Вика, эти видео? Нет. Нет? Почему? Они не смотрят, не следят, да, за твоей жизнью? Хорошо, в соцсети. А вот для вас все-таки социальная сеть, да, вот интернет-пользование, это все-таки рычаг какого-то взаимодействия с обществом? Или вы просто больше хотите рассказать о себе? Или вы работаете над этим, вы изучаете? Да, у меня профессия такая. Я без социальных сетей никуда из этого. И изучаю Инстаграм. А в основном начинал-то, конечно, да, все равно просто выкладывал фотографии для друзей, показывать, как, где я, чем дышу. То есть это было такого личного плана, да? Да, да. А затем вы уже перешли? Уже конкретно, да, начал пользоваться. Хорошо. А честно скажи, пожалуйста, Виталий, приносит тебе это какие-то денежные? Конечно. То есть зарабатываешь? Конечно. Ты уже зарабатываешь с помощью соцсетей? Да. Отлично. Ты хочешь зарабатывать с помощью соцсетей? Как папа? Да. Чтобы тебе за это платили, да? Хочешь? Молодец какая, да? Вот уже маленький такой предприниматель, да? Хорошо, но все-таки вот мы сегодня проводим такой опрос, да? Социальные сети за или против? Давай начнем, наверное, с доченьки. Виктория, пойдем со мной. Иди ко мне. Вот скажи, пожалуйста, ты считаешь, что, допустим, ладно, социальные сети сложное слово, Инстаграм, ты за или против? Тебе нужны социальные сети, да? Это хорошо или плохо, скажи? Хорошо. Хорошо, бери вот эту штучку, табличку, вот, и ставь ее вот сюда, приклеивай. Итак, у нас есть третий голос. Все-таки считают, что социальные сети – это хорошо. Так, наш соцопрос продолжается, прошу тебя. Для тебя все-таки это… Это хорошо или плохо? Польза или вред? Я думаю, в каком-то мере, да. польза. Все, польза. Так, чаша весов пока на плюс, да, хорошо.
Виталий и Виктория, мы сегодня пригласили в студию психолога, который работает именно над этой темой, именно по детям. Она работает психологом в детском учреждении и проводит такие постоянные исследования на зависимость детей от соцсетей. Давайте пригласим ее в студию и пообщаемся с ней. Знакомьтесь, Екатерина Семенова, психолог. И вот интересно будет послушать все-таки с точки зрения психологии, как влияет социальная сеть на психику ребенка. Проходите. Сейчас нас будут ругать, наверное. Да, ругать тебя будет? Наверное. Да не бойся, Да никто тебя ругать не будет. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь вот на диванчик. Виктория, готова? Готова. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, с чего вы решили заняться вот так вплотную такой проблемой, как зависимость от соцсетей? Вообще стоит начать с того, что у меня образование педагога-психолога девиантного поведения. Девиантное поведение подразумевает собой отклонение от нормы в пределах психического здоровья. Что это значит? Что абсолютно психически здоровый человек может переживать какое-то отклонение. И зависимости туда входят. Интернет-зависимость, само исследование начало появляться совершенно недавно, это 90-е годы, и сейчас есть запрос практики. То есть если мы возьмем исследования 90-х годов, они совершенно о другом. Конечно. Исследования даже 2008-2010 мы говорим совершенно о других методах использования интернета. И существует яркий запрос практики и запрос теории. В своей работе мы постоянно наблюдаем о том, что дети, которые демонстрируют интернет-зависимость, они показывают результаты ниже. Это связано с исследованием когнитивных способностей, это связано с проявлением эмоциональных реакций, нежели чем дети, у которых нет данной зависимости. То есть все-таки интернет-зависимость негативно влияет на развитие ребенка? Интернет-зависимость, конечно, Да, негативно зависимость. влияет на, вообще на ребенка. Хорошо, мне кажется, наверное, сейчас у многих родителей и у господина Щукина возникает вопрос, а как понять-то, где вот эта грань между зависимостью и грамотным пользованием интернет-ресурсов? Это у каждого ребенка проявляется отдельно. Во-первых, ребенок начинает не желать взаимодействовать со своими сверстниками или со взрослым. Он начинает получать эмоциональный отклик только в сети интернет. То есть постоянно сидит, смотрит Да. лайки, сколько друзей, переживает. Есть такое у тебя? Еще Не, нет? не, Нет такого. Хорошо. Также это связано с тем, что интернет, он начинает в системе ценностей превалировать над другими ценностями. То есть это фактически у нас доходит до того, что есть сон, есть еда, а потом сеть интернет. Это вообще крайне опасный признак. Почему? Потому что в дошкольном возрасте, что в подростковом возрасте у детей есть такое понятие, как ведущая деятельность. У дошкольников это игра, у подростков это общение со сверстниками. Именно через эту деятельность они должны познавать мир, учиться взаимодействовать, социализироваться. А сеть интернет по факту и постоянное нахождение ребенка там не дает этому развиться. И появляются проблемы в коммуникативной сфере. Ребенку сложно адаптироваться, социализироваться и множество других проблем. Екатерина, вот скажите, пожалуйста, наверное, огромную роль еще играет, да, вот эта та самая виртуальная дружба. Ведь наши дети вот в погоне за большим количеством подписчиков добавляют туда вообще очень много людей, да, и не всегда ведь они распознают в них действительно вот друзей. Давайте спросим у Виктории. Виктория, а среди твоих друзей есть люди, которых ты никогда не знаешь? Или ты добавляешь только тех, кого ты знаешь? Добавляет то, кого я знаю. Только тех, кого ты знаешь, да? Незнакомых людей у тебя в друзьях нет, которых ты ни разу не видела. Не, ну в Инстаграме-то у меня открытая страница. Там не надо принимать запросы. Хорошо, понятно. Так, ну вот здесь давайте про виртуальную дружбу тогда с точки зрения психологии. Виртуальная дружба. Виртуальную дружбу мы можем связать с образом «я» ребенка. То есть, например, когда подросток формирует свой образ «я». Есть виртуальный образ «я», есть реальный образ «я». В виртуальном образе «я» у меня множество друзей. Плюс мы начинаем корректировать себя, свои фотографии. И когда мы заходим у нас на какую-нибудь социальную сеть,
У нас там чудесно все. Множество друзей. Мы идеально выглядим. Да, У да, нас да. идеальное настроение. Есть такое, да? Как только мы Виталий попали... головой так меня же- качает. Как нечаянно, так сказать, да? Как только мы возвращаем ребенка в реальный мир, у него происходит такой диссонанс, когда я виртуальный такой, а я реальный такой. И чем больше вот эта пропасть между ними, тем больше стресс ребенок переживает в этот момент, и тем больше мы будем работать с непринятием себя, с нежеланием быть таким, какой он есть. То есть, а вот именно из ваших исследований, да, в рамках вашего учреждения, есть ли какая-то статистика, вот какие-то статистические данные вы подвели, вот чтобы прям реально впечатлить цифрами? Так, к сожалению, мы над этим еще работаем, потому что у нас практика вот, идет, и она нас все больше поражает. И мы сейчас этот материал его только набираем со сравнением детей с зависимостью и без зависимости. Ну вот, например, из практического опыта, вот реальные случаи о том, когда родитель, во-первых, не контролирует, что мониторит ребенок. У меня был такой ребенок, мы с ними занимались на внимание. Есть такое понятие, как досочки Седина в психологии. Это такие досочки, и у них разный фон. И была одна досочка, у него красный фон и белые палочки, 5 вертикальных палочек. И он говорит: о, я знаю, что это. Я говорю: что? Он говорит мне: так это же в тюрьме так дни считают. И я уже говорю: ты откуда это знаешь? Так я смотрел лайфхаки, что делать, если ты попал в тюрьму. Вот так вот, Вот да? тут вот я и выпал. Я ему про птички, про животных. Это а он мне обратная про... сторона, Да, это о том, когда родители вседозволенность в интернете. Это очень плохо. Екатерина, у нас осталось буквально пару минут до ухода на рекламную паузу. Ваши советы от психолога, да? А вот подскажите, пожалуйста, как все-таки, да, нужно контролировать именно использование социальных сетей у своего ребенка? На что нужно обращать внимание и как избежать вред? Во-первых, мы ограничиваем время. Чем младше ребенок, тем меньше времени ему дается. Притом мы обязательно с ним обговариваем эти рамки и объясняем, почему он должен соблюдать эти рамки. Мы не выхватываем у него телефон через 20 минут без объяснений. Во-вторых, обязательно мы не вводим телефон в режимные моменты. Как у нас это случается? Не используем телефон, когда ребенок ест, не используем телефон, когда он засыпает или просыпается. По факту мы иначе вырабатываем у него условный рефлекс к этому. Мы обязательно создаем для ребенка иные виды интересов и деятельности. То есть занимаем его, да? Да, обязательно занимаем. И как только мы допускаем ребенка в сеть интернет, мы рассказываем тут же про кибербезопасность. Естественно, мы это делаем с учетом возраста ребенка. Но вы его туда пустили, будьте добры рассказать ему, чего это можно опасаться и как из этого можно выйти. Чтобы вот не допустить тех практических случаев, с которыми встречаюсь я. То есть обратную сторону медали необходимо ребенку объяснять. Обязательно. Хорошо, спасибо большое. Виталий и Виктория, что-то полезного для себя получили? Да, все понятно, в принципе. Все понятно, Ну, говорит. как бы я контролирую за всем, чтобы она долго не сидела, чтобы зависимости не было. А Это сколько у меня- примерно времени она проводит в день в социальных сетях? Ну, вот, В телефон. социальных Да. сетях мало. Вообще снимет видео, закинет там. Да и Все, всё. да. А то есть а бывает Потом такое, что посмотрит. она, допустим, легла спать, а сама там под подушкой сидит и смотрит. Нет, такого нет, но YouTube смотрит, да. YouTube бывает, да? Ну, у нее там детский YouTube. Есть же приложение детский YouTube. Да. И взрослый. Да. И взрослый, говорит она, все она знает. Хорошо. Ну что, спасибо большое. Екатерина, и вопрос к вам. Мы все-таки проводим соцопрос, да, вот присоединяйтесь к нашему, да. Скажите, пожалуйста, а для вас социальная сеть все-таки, как с точки зрения психологии, вы за или против? Ну, наверное, все-таки против. Все-таки против. Хорошо. А можете аргументировать, почему? Почему я против? Ну, потому что все-таки сеть интернет достаточно несет за собой большой риск. И если я говорю про психическое развитие ребенка, я говорю о том, что он совершенно другие виды деятельности у него должны быть в этот момент. И чтобы войти в эту сеть интернет, он должен быть психически, психологически к этому готов. А у нас чаще всего детей вот туда пускают, как в море корабли, и на этом как бы все. Спасибо большое, очень приятные гости. Виктория, желаем тебе успехов в учебе. Конечно же, развивайся, и пускай социальная сеть тебе послужит только добром, хорошо? Не сиди много в телефоне. Ну,
И сейчас, знаете, еще и такой момент сегодня утром я задумалась. Как часто бывает такое, что своих близких и родственников ты контролируешь с помощью социальных сетей, и если вдруг они не выкладывают что-то, только это побуждает тебя позвонить и спросить, а куда это ты пропала? И мне кажется, это тоже как-то странно. Но сейчас мы пригласим в студию человека, у которого порядка 4000 публикаций в социальной сети. И мне кажется, вот если она не выложит что-то в течение дня или в течение недели, ее потеряют многие. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эфир, и, как уже я сказала, мы знакомимся с девушкой, которая ведет социальные сети, ну, можно сказать, с утра до вечера. Она общественник, она журналист. Это Елена Амосова. Елена, здравствуйте. Проходите, пожалуйста, пойду к вам, присаживайтесь. Ну что, Елена, вот ваша точка зрения, мне кажется, на эту тему просто актуальна. Ведь вы практически живете, да, в социальной сети, вы призываете людей, вы проводите различные акции, вы даже работаете в социальной сети, да? Вот что для вас социальная сеть, если вот так взять всецело? В первую очередь для меня все-таки социальная сеть – это то место, где я могу высказать свое мнение. И так как сейчас вот у меня много подписчиков, многие меня считают блогером, и люди прислушиваются к моему мнению. И я считаю, что я могу менять город, нашу республику к лучшему. У вас это получается. Вот все-таки давайте, раз уж вы затронули эту тему, да, что вы меняете, вы стараетесь изменить мнение вокруг себя. общественности, да. Вы стараетесь как-то призвать людей, да, к движению. Вот самое ваше такое большое или, может быть, яркое воспоминание, когда с помощью социальных сетей у вас получилось добиться справедливости? Мне кажется, таких случаев было много на самом деле, немножко похвастаюсь, да, но одно из самых таких, наверное, это было в прошлом году, когда я подняла вопрос, тему комнат матери и ребенка, точнее их отсутствия в нашем городе. Очень много блогеров, девушек, домохозяек поддержали мою акцию и писали о том, почему у нас нет комнат матери и ребенка в нашем городе, и что было бы, как было бы хорошо, если бы она появилась. И, то есть в общественных местах? Да, в общественных местах. И, к счастью, да, после этого стало появляться в некоторых торговых центрах, в парке появилась комната матери и ребенка. То есть я не просто об этом написала, я занималась этим вопросом, я ходила в Минздрав, я ходила по всем торговым центрам, писала письма, разговаривала с руководителями. И таким образом, ну, что-то все-таки добилась. И сколько примерно вот комнат для матерей у нас открылось благодаря вам? Ну, не знаю, благодаря мне или нет, но, по крайней мере, в поликлиниках они есть, в торговых центрах они появляются, в новых торговых центрах тоже обязательно учитывают это. Я вот посмотрела, конечно же, вашу страничку. Я просто вот листала, да. У вас очень много публикаций, просто там, ну, порядка около 4000 публикаций, да. Это много? Это очень много, мне кажется, да. Вот скажите, пожалуйста, как вы все успеваете, да? Или вы работаете над своими публикациями, или вот увидели, сразу вас что-то впечатлило, и вы написали? Или вы прям продумываете то, о чем вы пишете? Вот честно, я не такой блогер, который там в день там обязательно должна выложить пост. У меня, в принципе, в месяц может выйти один пост. Иногда в один день может выйти 10 постов. То есть я вообще не придерживаюсь этих блогерских разных правил. Наверное, потому что я на самом деле не такой активный пользователь, как я считаю. На самом деле, вот сейчас в Инстаграме же смотришь, сколько часов ты провела, допустим, в социальных сетях. У меня там в день показывает, ну, 1,5 часа, 2 часа максимум. То есть я не так много, на самом деле, времени провожу в социальных сетях. Давайте поговорим про вашу социальную жизнь, про вашу общественную деятельность, да? Какова роль социальных сетей вот именно в этом направлении для вас? Ну, одну из главных ролей, наверное, все-таки занимает, потому что мы проводим, да, допустим, с коллегами Центром компетенции, и сама провожу много различных социальных акций, и все это, об этом мы пишем, ну, я у себя в ленте пишу,
в сторис рассказываю. Допустим, даже если какое-то мероприятие, мне не нужно там делать какую-то рекламу. Я могу все об этом написать у себя на странице, и людей будет много, которые поддержат эту акцию. Это здорово. А вот вы выкладываете и личную информацию. Вы не делите, да, допустим, страничку, допустим, для общественной деятельности, свою личную. Нет, У вас не все делю. это вместе, Всё вместе. да? А как относится к этому ваша семья, ваш супруг, да? И вы выкладываете много фотографий ребенка. В принципе, хорошо. Вот насчет ребенка, наверное, до года все-таки он у меня не появлялся в социальных сетях. То есть, если появлялся, то личико я не показывала. Это как махалы. Да-да-да, это такое... Мама моя была против, муж был против. Ну, я и сама, в принципе, не хотела. И, ну, наверное, после года, да, он появился в социальных сетях. То есть ваш ребенок теперь в социальных сетях, это для Да. вас это нормально, да? Ну, кстати, это, наверное, одна из таких самых интересных тем, потому что в основном мои подписчицы — это молодые мамочки, им очень интересно смотреть и читать о том, как я занимаюсь со своим ребенком. То есть вы делитесь своим опытом. Да, я делюсь своим опытом. Хорошо, Лена, а я вот все-таки заметила, что вы сейчас стали активно заниматься рекламой, да? Ну, конечно, столько подписчиков, да, и так далее. А для вас это тоже какой-то дополнительный доход, да? Но я бы не сказала, что это дополнительный доход. Наверное, все-таки больше как экономия на тех вещах, которые я так и так бы... Ну, это реклама в основном салоны красоты, да? Что вот нужно девушкам, там, ногти, там, ресницы. Ну, к сожалению, для меня на самом деле, конечно, это хорошо. Не знаю, как для моих подписчиков, наверное, некоторых такая реклама, наверное, не нравится. То есть вы, опять же, да, Ну, на себе, да, пробуете и делитесь с этим своим. Ну, для кого-то действительно это может быть полезно. То есть я не стала бы писать, если мне действительно не понравится. Ну, был такой случай, что мне не понравилась там, допустим, ну, еда, да. Я написала плохой отзыв. Несмотря на то, что это была реклама, я платила деньги. То есть бывает такое, да? Да, бывает такое, но я не стану писать что-то, ну, то есть за деньги, неправда. Всё, понятно, хорошо. Вот, давайте вернемся все-таки к семье, да? Муж за то, что вы, да, выкладываете. В принципе, А да. бывает ли такое у вас, что вы вот думаете, ну зачем вот создавать вот это, знаете, чтобы все видели, как вы живете, чем вы занимаетесь? Не бывает таких моментов, когда, допустим, закинете, потом удалите, думаете, нет, не буду делиться своим счастьем. Нет, у меня ни разу такого не было. Я все закидываю. Ну, не то чтобы все. Я никогда не делаю так, что вот я написала, подправлю или удалю, такого нет. у меня. То есть даже в сторис бывает, что девушки снимают, потом просматривают и думают, нужно ли это заливать или нет. А у меня просто, знаете, я так снимаю, заливаю, потом даже не смотрю. Да, хорошо. А все-таки вы считаете, блогер это профессия или это образ жизни? Для меня все-таки образ жизни. Я вообще активный пользователь интернета, наверное, очень давно, наверное, с 96-го года, как только у меня персональный компьютер появился, мне было всего 6 лет, но я уже была активным пользователем УКТ, я сидела там, были же такие разделы, как музыка, личная, там я делилась там своими стихами и так То далее. есть вы уже 6 лет сидите, да, в компьютере? Кажется, да. Вот. Вопрос-то какой был? Я совсем забыла. Отлично, но сразу Вопрос? после рекламной паузы вы поделитесь с нами секретами того, как обезопасить себя в социальных сетях, и поэтому это будет очень интересно. Оставайтесь с нами. Говорим мы сегодня про социальные сети. Это всегда вопрос спорный. Кто-то за, кто-то против. Но Елена Амосова, блогер, общественник, журналист, сегодня делится своим опытом пребывания в соцсети, да, так сказать. Мы все-таки говорили о том, что вы ведете активную общественную, да, деятельность. И, конечно же, у вас бывают негативные, наверное, моменты, да? Вот честно скажите, бывают же, пишут, да, и какие-то неприятные вещи. Как вы с этим боретесь, как вы это фильтруете и отвечаете, может быть, вступаете в дебаты? Очень интересно. На самом деле, я считаю, что у меня более такая лояльная аудитория. У меня не бывает негатива на моей личной странице. Но, допустим, вот на днях я написала свое мнение о том, что мне не нравятся палатки в центре города, где устраивают вот эти ярмарки, продают там белье нижнее, да.
Я считаю, что это не очень красиво, что это должно находиться, ну, такие ярмарки должны проводиться внутри здания, а не на месте парковки, допустим, да, в центре города. И вот это мое мнение, прямо репостили все новостные паблики с моей фотографией. Ну, был момент, что я все-таки решила почитать там комментарии, потом подумала, зря, лучше я не буду То читать. есть вы стараетесь игнорировать, да? Ну да, я игнорирую, но иногда бывает, что могу ответить, если там совсем человек не прав, ну, чтобы как-то все-таки поменять его мнение. И это у меня, кстати, хорошо получается, особенно на Фейсбуке. Допустим, на своей личной странице многие поддерживают. То есть, Поддерживают. в То есть основном больше негатива позитивных нет. отзывов, Да, да? больше позитивных. Хорошо, а вот все-таки возвращаясь к тем достижениям, да, что вот социальная сеть как-то вот вам помогла, может, вы чего-то добились, вот именно, может, в карьере, я не знаю, в личностном росте, ваши Все достижения? 3 да, наверное. А, все 3 да, да? Ну, давайте начнем с работы. Так как я журналист, мне, конечно, это полезно. То есть я могу делиться и по работе какими-то темами, да, новостями на своей странице. Это хорошо. То есть, да, личностный рост. Наверное, тоже, да. Ну, даже, допустим, все же девушки, наверное, смотрят, как приготовить вкусно там какой-нибудь Да, там да, да. пирог. Это же все в Инстаграме есть. То есть посмотрела, научилась, приготовила, здорово. Так что да. 3, да, это чего добилась, да? Допустим, в этом году, этим летом, я ходила в парк Водянова. Впервые с ребенком пошла, но у меня такой, ну, неловкий, наверное, неловкая ситуация была. Мне не понравилось. Мне понравился киоск с детскими игрушками. То есть он был прямо у входа. Я посчитала, что это неправильно. То есть на детской площадке, на общественном месте продавать игрушки. Ну, такого очень сомнительного качества, да? Так получилось, что на меня еще, на моего ребенка еще немножко нелестно отозвались, что он трогал эти игрушки, которые лежали на полу. Я просто опять же написала отзыв, что вот я считаю, что таких киосков на общественных местах, на детских площадках не должно быть. И кроме этого я написала письмо в парк, написала в администрацию парка Водянова. Оказалось, что киоск там находится Незаконно. незаконно. Вот Всё. так вот, да? И в То этот есть же вы, день... да, как обыкновенный гражданин, да, сначала свое личное мнение высказали, а потом добились все еще на уровне закона. И в этот же день киоск закрыли. И, к моему удивлению, оказывается, очень много мамочек были рады этой новости. То есть социальные сети работают, да? Да. Действительно, можно добиться справедливости с помощью социальных сетей. Ну, на самом деле здесь даже не больше социальная сеть. Здесь, наверное, больше неравнодушие человека. То есть даже если бы это человек был не блогером, написал письма, да, вот в администрацию парка, в парк, он бы мог этого добиться. Ну, я считаю. Так. Вот вы очень много путешествуете, да, тоже выкладываете это все в социальные сети. Много есть и завистников, наверное, да, и, возможно, вот очень красивые фотографии мы Кстати, сейчас я про видим. это расскажу. Вот это было в прошлом году в Японии. И это, наверное, один из самых больших плюсов блогерства, потому что в Японию я съездила бесплатно, потому что выиграла дальневосточный конкурс среди блогеров. Да вы что? То есть вот эта замечательная поездка стала таким результатом вашей работы именно в качестве блогера. Да. Ну, достойное такое вознаграждение, яркое событие вашей жизни, да? Ну, и теперь ваши советы. У нас остается немножко времени. Ваши советы, как обезопасить себя и свое окружение в социальной сети? Как обезопасить? Я об этом не думала. Вот пару советов. Ох, немножко. Я, честно, не знаю, как на это ответить, как себя Вы обезопасить. как-то, вас оберегает, да, пока все? У вас все Пока нормально да. с этим, Ну, да? наверное, просто нужно понимать, чувствовать людей, писать то, что всех интересует, что всех волнует. Если писать негатив, конечно, у меня было бы больше негатива. У меня его мало, я считаю. То есть пишем о позитиве, Да. и тогда позитив придет к вам. Хорошо, тогда все-таки мы проголосуйте, пожалуйста, социальные сети вы за или против? Мнение журналиста, блогера и общественника. Я, конечно же, за. Конечно же, за. Ну что, интересное мнение. Спасибо большое. За становится все больше и больше, ну а итог мы увидим в конце эфира.
Я прочитала одно интересное мнение о том, что в социальных сетях сидят не люди, а медиаобразы. И действительно, зачастую, особенно мы, девушки, покупая новые вещи, мы сразу выкладываем это все в социальную сеть. Кушая вкусную пищу, мы тоже стараемся выложить это. Ну вот такие мы девушки. Сейчас хотелось бы пригласить в студию девушку, которая знает про красоту, про мир моды очень много. Да, встречаем Ирина Александровна. Ирина Александровна у нас директор магазина «Элис». Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы пригласили вас неспроста, потому что вы имеете к социальной сети, конечно же, прямое отношение. Ведь вы являетесь руководителем большой организации. Вот что для вас социальная сеть, как для владельца магазина? Здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили на такую прямо животрепещущую на самом деле тему, да. Для меня, как для владельца, конечно, социальная сеть – это в первую очередь очень хороший инструмент. Инструмент такой, который позволяет больше дать информации, больше каких-то, я не знаю, знаете, больше обратной связи, во-первых, со своей аудиторией, с одной стороны. С другой стороны, больше дать информации о компании, о бренде, о марке, о наших новинках. То есть это, я считаю, что это замечательный канал продвижения, замечательный канал общения со своей аудиторией. А помните ли вы свой первый, да, вот пост или первое появление в социальной сети? Как давно это было и что побудило вас в то время зарегистрироваться в социальной сети? Ну, смотрите, вот у меня очень интересно, да, я сама, как вот регистрация в социальной сети, это абсолютно не так давно. Началось это с Фейсбука в первую очередь, потому что, сами знаете, что Одноклассники, вы все помните, да, как это было очень популярно, потом Фейсбук. Мы искали своих друзей, нам было очень интересно, какие новости, да, то есть какие-то... Но до этого, намного раньше, мы в социальных сетях продвигали собственные бренды. Да, то есть у меня помимо Элиса есть еще другие магазины и торговые центры, поэтому с этой точки зрения, конечно, социальные сети – прекрасный инструмент для продвижения бренда. То есть вы все-таки его используете для работы? Ну, скажем, что... В большей степени? В большей степени, потому что, на мой взгляд, огромное количество людей, даже тот интерес, который вызывает не только у моей целевой аудитории, но и у старшего поколения, и у подростков, социальные сети, они же все сейчас живут там. Конечно. Да. Хорошо, а вот у меня тогда возникает вопрос. Вот вы как руководитель, я посмотрела на ваши социальные странички, очень много выкладываете информации даже про своих сотрудников. Вы поздравляете их с днем рождения, вы рассказываете, кто они, вы представляете своих работников, вы выкладываете фотографии с корпоративов, с мероприятий каких-то. А вот вы это все-таки используете как контроль над своими работниками? Или просто вы хотите вот любовь свою выразить таким образом? Вы знаете, я считаю, что любая компания, конечно же, ее успех и процветание зависят от ее сотрудников. И если сотрудники гордятся своей компанией, гордятся то, чем они, что они делают, то, где они работают, то это прям вот, огромный бонус и большое счастье для меня, как для руководителя. Я прям горжусь каждым своим сотрудником. Вы знаете, я их настолько люблю и верю в то, что они могут достичь многих высот в нашей компании, поэтому, естественно, я их поздравляю, и я, прям, скажем так, общаюсь с ними в социальных сетях, я постоянно смотрю, что они, как они живут, они живут, не с точки зрения, что мне интересно, как они живут, да, а с точки зрения, насколько они ведут активный именно образ жизни. А вот бывает ли такое тогда, вот, что вы, как руководитель, смотрите, где был мой бухгалтер в пятницу, в субботу, да? Или там, почему она опоздала на работу сегодня, к примеру? Бывает такое вот использование социальной сети как контроль над своими сотрудниками? Нет, вы знаете, вот с такой точки зрения я социальные сети абсолютно не рассматриваю, да. Я не контролирую ни своих сотрудников, ни собственных детей, да, то есть больше я смотрю, как они живут, насколько они позитивны, активны, потому что на самом деле я считаю, что социальные сети, они полностью отражают человека. Редко бывает, когда человек что-то как-то позиционирует в социальных сетях одно, а сам выглядит по-другому. Обычно это есть отражение того, кем он является на самом деле. Поэтому по любым социальным сетям можно поднять, насколько человек активен, насколько человек результативен. Да.
Хорошо, а вот такой тогда вопрос. А вы все-таки тоже прекрасная, да, девушка, красавица, умничка. И у нас есть такая вот зависимость от социальных сетей. Купили и выложили. Одели новенькое, выложили. Вы так делаете или нет? Вы знаете, я вот на многих смотрю, что действительно так делают, да, то туфли, то ногти, то еще что-то, да. Я не вижу в этом ничего плохого, я считаю, что это замечательно. Девушки должны гордиться, что у них случилась такая радость, что новая покупка. Я сама нет, я сама так не делаю, да, но, может быть, когда-то стоит начать, я не вижу в этом ничего плохого. Почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Ну что, сегодня, конечно же, вы пришли не с пустыми руками. Абсолютно. Сегодня вы порадуете наших телезрителей новой коллекцией от магазина «Элис». Дорогие любительницы моды и красоты, оставайтесь с нами сразу после рекламы. Мы покажем новую коллекцию, и, возможно, сегодня вы уже сбегаете в магазин «Элис» и у себя на странице выложите свой новый образ, да, Ирина Александровна? Да. И мы знаем, что хорошая новость есть для наших телезрителей. Вы акцию придумали. Да, ну, в первую очередь, конечно же, у нас для подписчиков нашего Инстаграма есть замечательная акция. Это мы разыгрываем на своей страничке постоянно разнообразные призы, у нас конкурсы. Сейчас у нас прекрасная сумка для наших подписчиков. А также для тех, кто сейчас смотрит эту передачу, я обращаюсь с тем, что в нашем магазине, если сказать промокод «Город женщин», будет предоставлена специальная скидка на новую осеннюю коллекцию. Поэтому приходите, мы вас приглашаем. А размер скидки, если не секрет? Размер скидки 10% на всю новую коллекцию. Вот такой подарок для всех зрителей города женщин. Ну а мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами обязательно. Посмотрите новую коллекцию от магазина «Элис». Осень уже наступила. Мы продолжаем эфир программы «Город женщин». И, как мы уже сказали, до ухода на рекламную паузу, сейчас мы будем радовать всех любительниц моды, красоты, ведь мы покажем вам новую коллекцию от магазина «Элис». Девушки в студию. Ирина Александровна, расскажите нам, чем порадует всех якутских модниц магазин «Элис» этой осенью? «Элис» – это широкий ассортимент актуальных моделей. И в этом сезоне, конечно же, очень-очень актуально и модно – это натуральные оттенки и анималистичные принты. В первую очередь я хотела бы сказать, что, конечно же, теплый уютный трикотаж, который представлен на этой девушке, согреет вас как раз вот в такую вот ненастную погоду. Это трикотажные платья, они у нас есть разных цветов, разной длины. И вот такой бомбер, который из искусственной замши украсит и согреет наших девушек. Да. И, конечно же, очень такой немножко вызывающий, но в то же время очень-очень комфортный, очень приятный и очень современный. Прямо, знаете, это вот прям на острие моды. Хотя мы смотрим, что уже из сезона в сезон у нас кочует анималистичный принт, но тем не менее он смотрится достаточно гармонично, очень так сдержанно, очень красиво. Широкий выбор у нас трикотажа, в состав которых входят натуральные волокна. Это есть и шерсть, и мохер, и вискоза. То есть разный состав представлен с этими шикарными юбками, которые можно носить и зимой. Не обязательно это прям осенняя коллекция, осень-зима. Если ее дополнить теплыми свитерами, это будет очень-очень актуально. Ирина Александровна, то есть вы считаете, что вот такие тоненькие юбочки можно носить круглогодично? Абсолютно, конечно. Если вы сверху оденете меховой бомбер, либо какую-то теплую курточку, это коллекция осень. Ну и, конечно, мы не можем отказаться от того комплекта, который представлен для офиса, либо девушкам на обучение. Это прекрасные жилеты, огромный выбор рубашек, которые тактильно очень приятны, в разных цветах. Их можно сочетать и с брюками, есть комплекты с брюками, с юбками. Такие прекрасные, знаете, осенние цвета шоколада. Спасибо большое. Очень красиво. Да. Ну и, конечно же, наш бренд никак не мог пройти мимо последнего просто хита и писка моды. Это наши с вами кожаные юбки, кожаные бомберы. Есть даже кожаные платья, которые, конечно, очень-очень актуальны в этом сезоне. Но чтобы все это было не настолько агрессивно, а более, знаете, женственно, я предлагаю всегда кожаные изделия
немножко разбавлять, ну, скажем, трикотажными, мягкими какими-то махеровыми, шерстяными джемперами, которые прям делают женщину еще более привлекательной, более красивой. То есть такое сочетание вроде бы несочетаемого, как будто бы, да, с первого взгляда, но очень красиво. Да, тепло, уютно. А вот что по поводу расцветок? Все-таки мы в этом сезоне более такие, да, нейтральные, Да, нежные. да, вы знаете, чем вообще Элис отличается, возможно, от других брендов, Да. это тем, что он с точки зрения кроя очень современный, а с точки зрения цветов и самих моделей их можно носить из сезона в сезон. То есть вот такие вот цвета, я думаю, что и вы посмотрели, да, их на самом деле можно надеть и на следующий сезон, и как-то что-то можно адаптировать. То есть это такие достаточно базовые вещи, но они исполнены в очень хорошем качестве. И цвета, я думаю, как раз нашим девочкам очень подходят. Правда? Да? Спасибо большое. Отпустим Спасибо. девушек для того, чтобы они успели показать нам еще что-то новенькое из коллекции. И приглашаем следующих моделей. Вы знаете, сейчас я особое внимание наших зрительниц и наших подписчиков хочу, чтобы вы обратили внимание на наших девушек. Это девушки у нас, посмотрите, какие они красивые, какая у них хорошая подача. Это девушки, которые подписчики нашего Инстаграм Элис. Вот она соцсеть, Да, вот она, великая сила соцсеть. социальной сети. Да, и мы видим, смотрите, мы видим такую обратную связь. Посмотрите, как хорошо смотрится наша одежда не только на моделях, да, ну как бы все говорят, ой, модели, да, это как-то нереально. На самом деле это очень реально, и я просто хочу обратить внимание, что любой образ вписывается прекрасно и в повседневные, и в рабочие, и в праздничные луки, да, можно обыграть, как мы хотим. Вот, например, прекрасное у нас с вами есть белое платье, которое кажется, белое пальто, да, которое кажется, ну, настолько нефункционально в нашу осень, но в то же время посмотрите, насколько это красиво. То есть, Очень красиво. если его обыграть с шерстяным платьем, с любым, либо с брюками, вы знаете, это будет прям такой образ, вы будете идти по городу, и вас невозможно будет не заметить. Вот я представила, вот серая осень, да, у нас сейчас на улице такая пасмурная погода, но тут идет королева. Конечно. В белом пальто от магазина Элис. Да, можно себя порадовать, девушки, можно порадовать себя. Ну и, конечно же, вы знаете, я сама обожаю все виды, платья всех фасонов. И считаю, что женщина всегда очень женственная и красива в платье. Посмотрите, какой хороший силуэт, полный рукав, хорошая длина. Это платье можно носить как в офис, точно так же, если немножко украсить, его можно носить по какому-нибудь празднику. То есть я считаю, что наша марка представляет большое количество очень хорошо садящихся на наших женщин платьев. А в то же время, конечно же, глядя на то, что сегодня у нас с вами был первый снег, мы не могли не отметить вот такие теплые модели. А посмотрите, вот этот бомбер из искусственной замши, он прекрасно смотрится, он очень практичен. И самое главное, эту модель даже можно стирать в стиральной машинке. Да вы что? Да, то есть ее не обязательно сдавать химическую чистку. Ну и, конечно, мы можем побаловать себя, знаете, такими брючками. Ну да, они немножко нарядные, но пусть будет что-то у нас Блеска. приятное и нарядное, да, в нашу вот такую вот осень. Добавим блеска, отлично. Добавим блеска. Еще одна подписчица магазина Элис. Да, еще одна подписчица, которая очень благодарна. Все девушки, я считаю, что, вы знаете, прекрасно садящийся крой, это прям на 1,60 м, 1,64 м модели, посмотрите, да? То есть длина рукава, спинки превосходно садится. Силуэт делается такой, как песочные часы, очень красивый. В то же время элементы, которые здесь присутствуют, да, вот лампасы, ремешки, они как бы придают такой современный образ обычному костюму, который можно носить в офис. Очень красиво. Мне кажется, на работе можно выглядеть Да, на все 100%. очень даже да. достойно. Ну и, конечно же, Элис предлагает большое количество классических костюмов из жакетной группы, брюки, юбки, которые, конечно, прям скажем, из сезона в сезон у нас кочуют, отличаются обычно тем, что это разная цветовая гамма. Я предпочитаю в коллекциях, когда у нас с вами светлые тона, они очень освежают, очень добавляют такого легкого, игривого женского настроения. Так что вот у нас такая коллекция, и девушки, которые у нас активные пользователи Инстаграм, получают разные бонусы. Опять же, они участвуют в акции. Да, и я предлагаю всех наших слушательниц и Присоединиться, да? зрительниц присоединиться
и участвовать в наших конкурсах. Вот так, видите, даже использование социальной сети помогло неким девушкам попасть на прямой эфир «Города женщин». А почему нет? Польза же, польза. Абсолютно. Поехали дальше. Следующая коллекция. Здесь я вообще не могу не остановиться на любимом мной стиле спортшик. Вы посмотрите, сейчас на самом деле, да, белое пальто это замечательно, ну да, мы с точки зрения Да, практичности, да, практичности. то, что у нас сейчас вот такой вот сезон, я думаю, что лучше всего подойдет сочетание вот такой классики, в то же время очень тепло, очень хорошо и очень уютно. Разного рода жакеты, они есть твидовые, есть жилеты удлиненные, которые прям прекрасно подчеркивают стройность фигуры, юбки шерстяные, джемпера, которые сейчас тепло, комфортно. Ну, это прям вот коллекция, я считаю, что в этом плане Элис, так как это российская марка, они учитывают специфику именно российских погодных условий. И прям дополнение как раз вот буквально к нашей осени, которая вот-вот у нас за окошком уже и грязь, и слякоть. Тепло и комфортно. Замечательный образ, вы знаете, вот этот жакет, который без подклада, в составе которого есть шерсть, прекрасно сочетается и с платьем, и с брюками, и с любой юбкой. Но мы просто подпоясали его ремнем, я думаю, что для девушек это тоже актуально. Мы можем подпоясать любым ремнем, мы можем его снять, мы можем его расстегнуть, и каждый раз это будет новый образ. Элис мне предлагает вот подпоясывать вообще сейчас жакеты разными ремнями, либо сумками поясными, и тогда это очень свежий современный образ. Вау! Да, в этом образе показано, как можно обычные брючки и обычный, скажем так, джемпер носить таким образом, чтобы это выглядело прямо, знаете, так очень красиво, да. Очень Есть стильно такие тогда. стильно, да, есть такие очень интересные вот элементы спортшика. Это то, что брючки, они свободного кроя, на завязочке. Внизу, посмотрите, есть такие очень, очень интересные элементы с логоманией. Вот такой вот прекрасная курточка из искусственной замши, которая подойдет как раз вот на такую погоду и в такой сезон. И эту курточку тоже можно стирать? Тоже можно Стиральной стирать, да. Сейчас очень актуальны разного рода платья, которые можно носить и как платье туники. Поэтому мы предлагаем, чтобы девушка, которая, ну вот сейчас сезон у нас действительно такой достаточно прохладный, внизу можно одеть джинсы. У Элиса очень хорошие сейчас направления, они начали изготавливать собственные джинсы, то есть вот в разных цветах, разные модели с абсолютно разной посадкой. И вот он предлагает вот такие вот зауженные джинсы, которые можно одеть под любое платье, либо можно одеть отдельно. То есть вот такой вот лук непростой, но в то же время очень тепло и комфортно. И та же самая вот интересная ставочка из логомания. Да, как вы сказали. логомания, да. И вот у нас очень хороший такой костюм спортивный, который позиционируется, вы знаете, как казуальный такой для свободного отдыха, можно в полет, путешествие, с таким вот серебристым бомбером, который тоже очень актуален. И очень, знаете, комфортная сама по себе ткань, очень приятная, она есть в нескольких расцветках. Ну, в общем-то, я считаю, что очень комфортная, очень такая приятная. И вот для наших девушек очень-очень удобная и комфортная. Спасибо большое. В то же время мне бы хотелось, можно я скажу, Да-да-да, еще, что глядя на этих моделей, можно, как бы подумать, что вот, да, Элис только для девушек стройных. Да. На самом деле, я хочу пригласить не только девушек вот стройных модельной внешности. Вы видели, что у нас есть девушки, которые подписаны в Инстаграм. Также у нас есть вторая линейка, линия Лалис, которая размерный ряд от 48 до 56, которые точно так же в тренде, точно так же очень модно представлены. И, конечно, если у нас есть подписчицы в Инстаграме размера Лалис, мы тоже приглашаем их поучаствовать в наших кастингах, в наших акциях и, возможно, потом выступить точно так же в городе женщин. Город женщин. Спасибо большое, Ирина Александровна. Спасибо, девушки. Пройдите сюда, Ирина Александровна. Конечно же, мы сегодня всех гостей немножко озадачили. Да. Давайте вернемся к теме нашего эфира. Социальные сети. Вы все-таки считаете, что это вы за или против, польза или вред? Выбирайте, пожалуйста, вот сюда. Вы знаете, все-таки я считаю, что социальные сети в нашей жизни – это польза. Это польза.
Вот так считает Ирина Александровна. Ну и на этом время нашего эфира подходит к концу. Подытожим. Все-таки во время нашего эфира мы пришли к тому, что социальная сеть все-таки это польза. Но вы должны правильно ей пользоваться. И, конечно же, следить за своими детьми. Мы увидимся ровно через неделю. До новых встреч!